соответствующие выводы и принять необходимые меры. Всенародным делом и актом общественного согласия стали воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, который является достоянием не только республики, но и всей России, а также строительство комплекса здания Болгарской исламской академии. Һичшиксез академия алдыңғы фәни һәм рухи үзәккә әйләнеп, традицион исламның ныгытуда зур өлеш кертергә тиеш. Мы и впредь будем последовательно поддерживать усилия. Следует ускорить реализацию проекта по возведению знаковых юбилейных объектов нашей столицы, Национальной библиотеки и крупного универсального концертного зала. В преддверии знаменательной даты большая работа предстоит Государственному комитету по архивному делу, тем более, что с этим юбилеем совпадает столетие службы. Важно сделать архивную высокотехнологичной и доступной для граждан. Богатое наследие, насыщенная деловая, культурная и спортивная жизнь республики способствует большей узнаваемости Татарстана. Ежегодно мы принимаем более 30 крупных международных мероприятий и форумов. В будущем году Казань примет матчи чемпионата мира по футболу. В 2019 мировое первенство WorldSkills. В 2022 году чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Наша задача – провести их на самом высоком уровне. Решая важные задачи популяризации наших достижений, туризм становится все более заметным фактором развития экономики. За прошлый год республику посетило порядка 3 миллионов человек. Необходимо и далее совершенствовать инфраструктуру гостеприимства, развивать новые виды туризма. Ментальность нашего многонационального народа, его духовность, особые традиции отражаются в культуре, которую важно рассматривать в самом широком смысле. Культура – это не только сохранение материального и духовного наследия, но и формирование объединяющих людей ценностей, создание новых в широком смысле. Культура – это не только сохранение материального и духовного наследия, но и формирование объединяющих людей ценностей, создание новых культурных продуктов. Современный уровень развития культуры должен быть интегрирован с системой образования, сферой туризма, спорта, архивного и библиотечного дела. Культура должна быть обращена не только в прошлое, но и в будущее, соответствовать современным запросам. Особенно это касается молодежи, которая не приемлет сравнение с прошлым и легко подвержена новым влияниям. Обостренно воспринимает доверие и социальную справедливость. Ценит возможность для самореализации и ориентируется на лучшие мировые практики. При всей значимости воспитания гражданственности, патриотизма и следования традиционным ценностям, приоритетными задачами органов власти также становится выстраивание эффективной модели раннего вовлечения молодежи, профессиональные пробы, проектную деятельность в обучении перспективным компетенциям. Сама среда должна формировать
ценностные ориентиры и моду на успех, предприимчивость, владение уникальными знаниями и навыками, стремлением к развитию. Особое внимание надо уделять работе с талантливой творческой молодежью и его объединениями. Важно развивать центры креативных индустрий, ресурсные центры. Как правило, сюда приходят люди, генерирующие интересные, уникальные решения, направленные на улучшение качества жизни. Наработанный опыт создания площадок в крупных городах республики следует распространить на наши муниципалитеты. Ключевым звеном в этой работе должны быть наши вузы и другие учебные учреждения. Отмечу, молодежь должна со школьной скамьи видеть свое будущее в республике, ощущать нашу заинтересованность в его развитии, создание достойных условий для жизни и работы. Hörmətli депутатлар, уважаемые депутаты, в условиях обострения международных отношений, нарастающих вызовов, все более важное значение для Татарстана приобретают международные и межрегиональные связи. Развиваются взаимовыгодные отношения с партнерами из 145 стран. Татарстан выбрали местом для сотрудничества и инвестиций мировые лидеры высокотехнологичных производств. Действенным инструментом укрепления взаимодействия стали российские зарубежные межправительственные комиссии, заседания которых все чаще проводятся в Казани. Задачи, поставленные президентом страны по сближению Российской Федерации с исламскими государствами, успешно решается в рамках группы «Стратегические видения России и исламский мир». Необходимо и далее расширять формы взаимодействия с нашими исламскими партнерами, Организацией исламского сотрудничества, Исламским банком развития и другими международными институтами, а также продолжить развитие исламских финансовых механизмов на территории республики, в том числе в рамках международного форума Казань-саммит. Тесной координации с Министерством иностранных дел России Татарстан осуществляет взаимодействие с соотечественниками, которые выступают одним из важнейших направлений внешних связей республики.
Hürmetli hizmetdaşlar, уважаемые коллеги. Мир охватывает четвертая промышленная революция. Мы являемся свидетелями ярких технологических преобразований. Блокчейн, Big Data, искусственный интеллект становятся реалиями сегодняшнего дня. Главный вопрос, который следует задать себе, готовы ли мы к этим изменениям. Мы вошли в следующую стадию эволюционного развития экономической и производственной модели общества, так называемой цифровой экономики. Последовательная цифровизация позволяет повысить производительность труда и конкурентоспособность экономики, раскрыть потенциал традиционных отраслей и создать новые сегменты. В то же время внедрение новых технологий приводит к исчезновению отдельных профессий, компаний и даже целых отраслей. Мы должны выстраиваться в происходящие преобразования и использовать их на благо республики. В целом нужно смотреть далеко в будущее, думать на перспективу. Уже сегодня мы должны обсуждать и принимать законы и механизмы, которые вступят в силу через 5, 10, 20 и даже 30 лет. Реализуемый в республике комплекс мер в рамках нашей стратегии развития позволяет обеспечить позитивную динамику экономики. В текущем году рост валового регионального продукта составляет около 4%. Крайне важно в условиях долгосрочного действия внешних санкций активизировать внутренние резервы для дальнейшего роста. Основой развития экономики на сегодняшнем этапе остается нефтегазохимический комплекс. Главный вызов, который стоит перед нефтяной промышленностью, это ухудшение структуры запасов, снижение качества ресурсной базы. Эпоха легкой нефти в стране закончилась. Добыча нефти в Татарстане становится все более наукоемкой и интеллектуальным процессом. В то же время в нефтяной промышленности страны остается в значительной степени импортозависимость от зарубежных технологий при разработке трудноизвлекаемых запасов. Здесь нужен технологический прорыв. Татнефть в настоящее время вышла на промышленную высокотехнологичную
нефтедобычу. На следующем этапе стоит задача стать безусловным технологическим лидером нефтяной промышленности России по разработке и внедрению инноваций. В области нефтеперерабатывающей промышленности актуальной остается задача по доведению к 2018 году объема переработки нефти в республике до 23 миллионов тонн с глубиной до 98%. Предприятия нефтепереработки являются базовыми поставщиками сырья для нефтехимических производств республики. Необходимо дальнейшее развитие интеграции нефтепереработки и нефтехимии. Основным проектом нефтехимической промышленности республики является строительство нового этиленового комплекса «Этилен-600» с производством по дальнейшему переделу мономеров в полимеры. Запуск новых производств к 2021 году позволит удвоить выпуск пластиков и синтетических каучуков на Нижнекамск нефтехимии. В целом, после реализации проектов группой компании ТАИФ, Татарстан станет крупнейшим в стране производителем полимеров. Актуальной остается задача по развитию республики кластера по переработке полимерной продукции. В машиностроительном комплексе республики стоит отметить завершение на КАМАЗе строительства завода каркаса кабин в 2018 году. Запуск производства семейства новых 6-цилиндровых рядных двигателей в 2018 году. Вывод на рынок принципиально нового модельного ряда автомобилей КАМАЗ поколения К5 магистрального семейства. Следует продолжить сотрудничать с компанией «Газпром» газомоторное топливо в рамках проекта по развитию рынка газомоторного транспорта, а также работу по развитию электротранспорта и беспилотных автомобилей, в том числе по проекту «Шаттл». В этой части мы двигаемся в правильном направлении и полностью соответствуем федеральной повестке национальной технологической инициативы. Кроме того, приоритетными задачами в машиностроении является серийное производство на Казанском вертолетном заводе вертолетов «Ансат» и Ми-38 на базе Казанского авиационного завода имени Горбунова, модернизация самолета Ту-160, а также увеличение производства и экспорта кораблей на
Зеленодольском заводе имени Горького. В целом, одна из ключевых задач развития промышленности, использования потенциала оборонно-промышленного комплекса, производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. В сфере энергетики реализуются проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения республики. На Казанской ТЭС-3 запущена самая мощная в России газотурбинная установка. Продолжается строительство высоковольтной линии Щелоков-Центральная. Необходимо завершить в будущем году строительство парогазовой установки на Казанской ТЭС-1, а также приступить к модернизации Заянских ГРЭС. Вместе с тем нужно поступательно переходить к использованию альтернативных источников энергии. На сегодняшний день в республике ведется работа по реализации перспективного проекта строительства ветропарков с суммарной установленной мощностью 100 мегаватт. Положительную динамику развития демонстрирует предприятие Камского инновационного кластера. Успешно реализуются заявленные инвестиционные проекты. Этому способствуют созданные Винокам инструменты поддержки, такие как особая экономия инвестиционного Алабуга, территория опережает социально-экономическое развитие на Набережных Челнах и такая же территория, которая будет создана в Нижнекамске. Однако существенно отстает от запланированных темпов реализации кластера инфраструктурных проектов. Обращая внимание руководителей министерств на необходимость включения отраслевых мероприятий и концепций, соответствующие федеральной программы. Ведущую роль в привлечении иностранных инвестиций, передовых технологий в республике играет особая экономическая зона Алабуга. Следующим этапом является развитие кластеров зоны и создание индустриального парка нефтехимической и нефтеперерабатывающей направленности Алабуга-2. Положительный опыт Алабуги в части управления зоной, обеспечения резидентов кадрами нужно активно использовать управляющим командам промышленных парков, а также вновь создаваемых территорий, опережающих социально-экономическое развитие Нижнекамска, Чистополя и Зеленодольска. Оказанное Федеральным центром доверия по размещению в республике территории, опережая социально-экономическое развитие, накладывает на нас
ответственность, счастье, наполнение их резидентами. Это прямая обязанность глав моногородов и агентства инвестиционного развития. Кроме того, со следующего года появится возможность создавать еще и территории опережающего развития, аналогично дальневосточным. Прошу глав районов совместно с Министерством экономики республики подготовить предложения по формированию новых территорий опережающего развития, в том числе на основе межмуниципального взаимодействия и кооперации. Время диктует необходимость умения договориться муниципалитетом с целью совместного взаимовыгодного развития территории и движения трудовых ресурсов. Продолжается работа по развитию особой экономической зоны Иннополис и одноименного города, который является зоной перспективного роста IT-сектора страны. Здесь должны быть сконцентрированы исследования и разработки, связанные с развитием цифровой экономики. Главным козырем IT города является университет Иннополис. В перспективе число студентов планируется довести до 5000. Программы вуза должны стать доступными для обучения студентам всего мира через интернет. Это будет способствовать узнаваемости и привлекательности амбициозного проекта. Отмечу, задачи Иннополиса как федерального проекта работать на всю страну, развивать экспортные направления. Это в равной степени касается и второй площадки Иннополиса, особой экономической зоны, которая находится в Лаишевском районе. Необходимо активизировать работу по его дальнейшему развитию. Для поддержки малого и среднего предпринимательства в республике сформирована современная инфраструктура. Успешно работает Камский индустриальный парк «Мастер», Технополис Химград, IT-парк, Технопарк «Идея». Проводимая в республике работа по созданию инфраструктуры развития бизнеса дает свои результаты. Его резидентами производится уже более 9% от всего объема промышленного производства. И нам есть куда расти. Речь прежде всего идет о повышении эффективности работы муниципальных промышленных площадок, особенно в Вятском и Мамадышском районе, развитие набережных Челнах и промплощадка в Новошишминском районе. Республика вкладывает большие средства в создание промплощадок. Мы вправе рассчитывать на результат.
Создание и управление площадками, их качественное развитие, привлечение резидентов – это прямая обязанность глав. Это один из основных источников будущих доходов муниципалитетов и новые рабочие места. У нас есть позитивные примеры. Нижнекамск, Альметьевск, где, несмотря на наличие крупных промпредприятий, началась активная работа по развитию малого бизнеса, не связанная с городообразующими компаниями. Важно создание и стимулирование конкурентной среды для бизнеса на территории каждого муниципалитета. Конфликт интересов и отсутствие конкуренции лишает возможности местный бизнес развиваться, что в конечном итоге его и разрушает. Наша задача – создавать условия, при которых предприниматели будут легче начинать и развивать свой бизнес. Выгоднее привлекать инвестиции в экономику Татарстана, а также быстро и эффективно преодолевать возникающие трудности. Отдельно хочу остановиться на финансовых рынках. Произошедшая ситуация в банковском секторе – большой урок для всех. Нужно извлекать из него должные выводы. Снятию напряженности во многом способствовало оперативное развертывание консультативной работы и предоставление новых финансовых инструментов поддержки пострадавшим. Кроме того, решением руководства Татарстана учрежден республиканский фонд поддержки деятельности, который позволяет решать проблемы в отношении большей части клиентов банка. Правительство совместно с фондом следует в кратчайшие сроки реализовать механизм поддержки пострадавших. В целом важно нивелировать последствия этого кризиса, не допустить новых потрясений. От приостановки деятельности банков пострадал не только бизнес. Ситуация обнажила проблему нехватки у населения необходимого уровня знания по выстраиванию отношений с современной финансово-кредитной системой. Особое внимание следует уделить вопросу качества аудита отчетности финансовых организаций. Важно не допустить искажений, которые могут привести к принятию неэффективных решений. Качественный аудит должен способствовать повышению экономической безопасности организации. Прошу правительство еще раз вернуться к этим вопросам в рамках экономического совета.
Hurmatli xizmatdoshlar, уважаемые коллеги, развитие промышленной инфраструктуры должно неизменно сопровождаться развитием общественных пространств. Важно обеспечить комплексный подход к развитию территорий с учетом единого мнения архитекторов, градостроителей, инвесторов и граждан. По программе благоустройства общественных пространств построено и отремонтировано 189 объектов: парки, скверы, бульвары, набережные. Эта работа продолжена и в текущем году, объявленном в Республике годом экологии и общественных пространств. Это еще 73 объекта. Большой вклад в общее дело внесли наши предприниматели. Особо хотел бы отметить группу компании «Татнефть» и группу компании «Таиф». Отмечу, что опыт наших республиканских программ лег в основу федерального приоритетного проекта развития комфортной городской среды. А подходы по вовлечению жителей в их реализацию стали обязательными для 12 тысяч российских муниципалитетов. В этом году мы сделали акцент на капитальном ремонте дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Будут отремонтированы дороги 684 дворах. На эти цели из бюджета выделено 2 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках года экологии по республике ликвидировано 1200 свалок. Очищено 10 тысяч километров береговой полосы, 1000 водных объектов. Посажено 20 миллионов саженцев деревьев на площади 4000 гектаров. В различных природоохранных мероприятиях и акциях приняло участие более миллиона татарстанцев. Наша задача – соблюдать баланс между развитием экономики и сохранением окружающей среды. Высокая экологическая ответственность лежит на предприятиях реального сектора экономики. Для развития республики в соответствии с принципами зеленой экономики в Казани планируется строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Это позволит решить проблему исключения из хозяйственного рода значительных площадей ценных земель вблизи Казани, кратно снизить негативное воздействие на окружающую среду, достичь нулевого уровня загорания такого, как это уже сделано
таких странах, как Швейцария, Германия, Голландия и Япония. В целом, зеленая экономика должна стать не теорией, а практическими мерами, возведенными в ранг ежедневных бытовых привычек. Особое внимание следует уделить вопросу экологического воспитания. В Татарстане в полном объеме продолжается реализация республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. На сегодняшний день их уже 37. На эти цели из бюджета республики в текущем году выделено 16 миллиардов рублей. В программах 2911 объектов. В их числе 11 новых школ, 9 детских садов, 42 ФАПа, 6 врачебных амбулаторий. Капитально будет отремонтировано порядка 1000 многоквартирных домов, 106 объектов здравоохранения, 146 образовательных учреждений. Построено 260 километров водовода, пробурено 44 скважины и установлено 38 водонапорных башен. Кроме того, более 10 тысяч семей получат жилье по программе социальной ипотеки. В этом году начата реализация новых республиканских программ по инфраструктурному развитию садовых товариществ, строительству сельских магазинов, а также капитальному ремонту поликлиник и муниципальных архивов. Необходимо продолжить работу по повышению качества строительства, привлечению новых технологий, поддерживать конкурентную среду в строительной отрасли. Мы продолжаем активную работу в части решения проблем обманутых дольщиков. Проводится целый комплекс мер. В результате в текущем году уже сданы 2 дома для 275 дольщиков. Ведется строительство еще 12 объектов. Из них до конца года будут сданы не менее 6 для 938 дольщиков. Кроме того, нами принято решение о выделении столице республики земельного участка 17 гектаров под инвестиционный проект для дальнейшего решения проблем дольщиков. Руководство Казани и набережных Челнов необходимо при поддержке правительства активизировать работу по проблемным долевым объектам. При этом не нужно ждать инициатив только от республики. Следует находить различные формы и инструменты своевременного решения вопросов в жилищном строительстве. В последние годы
жилищно-коммунальный комплекс инвестируется значительные средства. Мы существенно улучшили состояние многоквартирного жилищного фонда в рамках действующей программы капитального ремонта. Вместе с тем, количество обращений жителей республики не уменьшается. Большинство жалоб связано с деятельностью управляющей компании, а именно качеством предоставляемых услуг и недостаточной прозрачностью начисленной оплаты. Результаты практически всех проверок содержат пример не только неэффективных, но и нецелевых расходов. Недопустимо часто обнаруживаются ошибки в начислениях. В счет фактуры необоснованно включаются дополнительные услуги. Все это не может не вызывать негативного отношения у населения. Главам районов необходимо ежемесячно анализировать поступающие обращения граждан и давать оценки работе управляющей компании. Подчеркну, вопросы в сфере ЖКХ должны быть на особом постоянном контроле у руководителей муниципалитета. Результаты всех, без исключения проверок в отрасли, должны стать предметом пристального анализа на балансах комиссиях и принятия необходимых управленческих, а при необходимости и кадровых решений. Следует ускорить процесс создания единого республиканского расчетного центра в составе Татэнергосбыта. Пилотный проект уже реализуется в нескольких муниципалитетах. Применяемые в этой системе организационные и технологические решения будут способствовать обеспечению прозрачности при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, исключению коррупционной составляющей. Необходимо продолжить работу, направленную на повышение связанности территории. При этом будущие транспортные сети должны пронизывать существующие и создаваемые в республике логистические центры. Назрела потребность в едином диспетчерском центре или операторе, координирующем грузовые перевозки. Прошу правительство проработать данный вопрос. На территории республики остаются зоны с низким качеством сотовой связи, как в населенных пунктах, так и вдоль основных автодорог. Руководителям района следует оказывать содействие в решении вопросов выделения земель под размещение базовых станций. Социально значимых объектов нужно привлекать инвестиции регионального инфраструктурного
оператора связи. Hurmatli xizmatdoshlar, уважаемые коллеги, одной из важнейших отраслей развития республики является агропромышленный комплекс. На его долю вместе с пищевой промышленностью приходится 11% валового регионального продукта. Бүгін Татарстанда дистиллеген социаль программалар ішлейді. Аларның көбісі ауылға ярдәм көрсету һәм ауыл кішілері үшін тиісті шартлар булдыруга юнәлтелгән. Елдан ел әлеге чараларның саны арта бара. Яңа юнәлешләр ачылды. Birinchi чиратта эшмәкәрләрне үстерү өлкәсендә зур эш алып барыла. Проводимая в республике работа по поддержке малых форм хозяйственно дает положительные результаты. В прошлом году ими произведено более половины от республиканского объема сельхозпродукции. Имеется стабильный рост показателей фермерских хозяйств. В прошлом году по валовому объему продукции они приросли на 16%. Стоит отметить позитивную работу, проводимую председателем парламента Фарид Хайрулловичем и нашим министром Марат Годчем в части работы по личному подворью, зональные совещания, другие формы, они дают позитивный, хороший результат. Многое в развитии малого сектора в сфере АПК будет зависеть от решения вопроса переработки и сбыта продукции. В республике действует самый крупный в России агропарк с цехами переработки. С этого года запускается программа строительства агропарков в сельских местах: Купранском, Дрожжановском, Сабийском, Бугульминском, Альметьевском, Заинском, а в дальнейшем и в других районах республики. Хорошим подспорьем в части решения вопроса переработки и сбыта сельхозпродукции должно стать развитие потребительских коопераций населения. В республике уже создано 46 кооперативов. Наша задача удвоить. Кооперативы должны быть в каждом районе. Нужно продолжить комплексную работу с предпринимателями и поставщиками по сертификации продукции и их участие в торговых сессиях. Продвижение региональных производителей федеральных и международных торговых сетях позволит выйти им на внешние рынки. Для обеспечения конкурентоспособности продукции в сфере АПК следует активнее внедрять лучшие мировые практики и высокие технологии. Hurmatli депутатлар, уважаемые депутаты, с
Стремительно меняется мир, стремительно меняющийся мир предъявляет новые требования к рынку труда. Речь прежде всего идет о повышении производительности труда. Необходимо внедрение принципов и инструментов бережливого производства во всех отраслях. Это касается и бюджетной сферы. Повышение производства труда – основной источник увеличения заработной платы. Новой тенденцией современного бизнеса становится работа вне офиса. Переход на удаленную работу обеспечивает более гибкую форму занятости для тех, кто раньше оказался вне рынка труда, например, для молодых мам в декретном отпуске или людей с ограниченными возможностями. Прошу правительство изучить данную практику и подготовить соответствующие предложения. В центре любых изменений всегда находится человек. Необходимо выстроить эффективную единую систему непрерывного образования, которая сегодня, к сожалению, еще далеко от совершенства. Именно через образование меняется мир. Базовые знания и навыки, которые станут основой успешного развития юного жителя республики, закладывается в раннем возрасте. Таким подходом, а также качественной языковой подготовки должны руководствовать учреждения дошкольного образования. Знание нескольких языков – конкурентные преимущества. Особое внимание нужно уделить качеству образования в наших школах, которая должна оцениваться не по предпринимаемым организационным усилиям работников сферы, а по востребованности выпускника, его последующей успешности как специалиста. В основе качественных изменений системы образования должны быть профессионализм педагога, его стремление соответствовать современным требованиям в области знаний и методик, умение выявлять, поддерживать таланты и способности учащихся. Это зона ответственности Министерства образования и науки. Необходимо совершенствовать формы повышения квалификации учителей, внедрять новые объективные методы оценки их компетенций. Главам районов следует вести мониторинг качества образования каждой школы. При этом данная информация должна быть доступна и понятна для всех родителей. Особая роль в системе
профессионального образования отводится ресурсным центрам. На сегодня их в республике уже 25. Их задача стать корпоративными учебными центрами якорных предприятий. Правительству совместно с ведущими предприятиями необходимо продолжить внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, а также формирование системы независимой оценки качества профессионального образования. Необходимо обеспечить опережающую переподготовку и повышение квалификации преподавательского состава в соответствии с международными стандартами, а также его обучение, аттестации с участием работодателей. Важным фактором развития профессионального образования стало наше участие в движении WorldSkills и подготовка к проведению в Казани мирового первенства. Мы получили уникальную возможность заимствования и внедрения в республике лучших мировых практик. Наша задача их правильно освоить. В Татарстане продолжает развиваться сеть специализированных лицеев и гимназий. Их у нас уже 15. Хорошо зарекомендовали себя детские технопарки в Анторе, Челнах, Нижнекамске, в Альметьевске. Благодаря слаженной, заинтересованной работе таких центров мы формируем будущее поколение высококлассных специалистов, ученых, изобретателей и инженеров. Совершенствуя профориентационную работу, особое внимание следует уделить людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также подросткам, находящимся в социально опасном положении. Отдельно остановлюсь на деятельности наших вузов. В современных условиях в их задачи входит не только процесс обучения, но и капитализация знаний. Вузы должны стать центрами, одновременно создающими технологии для предприятий и готовящие кадры для профессионального будущего. Хочу обратить на это внимание наши национальные исследовательские университеты, которые изначально создавались для поддержки базовых отраслей экономики. Мы должны стремиться к формату университетов нового поколения, способных быть новаторами в сфере проектирования, инициаторами прорывных проектов, находиться в непрерывном поиске новых и эффективных подходов, отвечающих вызовам времени. Необходимо
использовать лучшие практики, внедрять технологии внутри корпоративного управления, создавать образовательные и стажировочные площадки, проектные офисы, развивать технологии онлайн-обучения. Поручаем Министерству образования и науки совместно с вузами до конца текущего года разработать дорожную карту по реализации этих задач. Правительству необходимо проработать вопрос создания инновационных научно-технологических центров на базе КФУ, университета Иннополис с участием ведущих предприятий. Это станет хорошей платформой для коммерциализации научных разработок. До сих пор не выработан механизм эффективного взаимодействия предприятий, вузов и отраслевых министерств с Академией наук республики, которая пока не стала центром интеграции научных исследований и разработок прикладного характера. Основной объем выполняемых работ мало востребован. Потенциал Академии огромен, его надо эффективно использовать. Прошу правительство взять на контроль формирование плана прикладных исследований для Академии наук на очередной и два последующих года, включив его в государственное задание Академии. Приоритетной и наиболее сложной задачей системы образования является воспитание. Нужно не просто заявлять, а реально обеспечивать неразрывность образования и воспитания. Эта работа не может быть сведена только к проведению мероприятий и акций. Воспитателем должен быть каждый учитель и классный руководитель. Дисциплина, построенная на доверии и взаимоуважении, умелое тактичное формирование в сознании юного татарстанца понятий традиционных духовных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и созидательной деятельности – это залог становления личности гражданина большой и сильной страны. Безусловно, определяющую роль в воспитании играет семья. И именно через семью из поколения в поколение передается традиции, прививается любовь и уважение к своей родине. Важно продолжить работу по улучшению экономического и социально-культурного положения семьи, а также принятие дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности. Oila kishi turmushidan niqtirak jamiyatning ham davlatning tub negizi.
Ул безне шәхес итә, яратырга һәм кайгыртырга өйрәтә. Гореф-гадәтләр, мәдәният һәм тел сагында тора. Һәр гаилә үз тарихы, үзенә генә хас карашлары, йолалары бар. Әлеге кыйммәтләрне саклау бик мөһим, чөнки бу республиканың иминлеге һәм якты киләчәге нигезе. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, традиционно большое внимание в республике уделяется отрасли здравоохранения. Реализация запланированных мероприятий по строительству, ремонту, оснащению медицинских учреждений, развитие высокотехнологической медицинской помощи способствует повышению качества предоставляемых медицинских услуг. Продолжительность жизни в республике превысила 73,5 года. Вместе с тем требует решения проблемы, связанные с доступностью специализированной медицинской помощи поликлиник. Решать ее нужно в комплексе с одновременным использованием цифровых, организационных и кадровых технологий. В республике особый упор делается на развитие первичного звена, куда обращается и где проходит лечение до 80% пациентов. В этом году начата новая беспрецедентная программа. В течение 2 лет планируется капитально отремонтировать, привести нормативное состояние и оснастить современным оборудованием все поликлиники Татарстана. Это 197 объектов. Из бюджета республики на эти цели выделено 7,5 миллиардов рублей. Наряду с материально-техническим обеспечением важнейшей задачей является внедрение во всех поликлиниках современных пациентоориентированных технологий, такие как дружелюбная поликлиника «Татарстанский стандарт». Проект прошел успешную апробацию в крупных городах республики, поддержан населением и медицинскими работниками. Внедрение современных технологий коммуникации на основе единых ценностей должен способствовать корпоративный университет Министерства здравоохранения республики. Следует продолжить работу по развитию этого проекта. Серьезные задачи предстоит решить в сфере интеграции государственной и негосударственной систем здравоохранения. Необходимо обеспечить преемственность
оказание медицинской помощи, формирование единой информационной базы по пациентам, сохранение результатов диагностических исследований и возможность их последующего использования. Особое внимание нужно уделить состоянию здоровья трудоспособного населения. Одно из эффективных направлений здоровья и сбережения организации за счет средств предприятия, полного медицинского осмотра и проведения онкоскриптингов работников с акцентом на профзаболеваемость. Правительству, депутатскому корпусу,